Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наркоконтроль задержал преступную группу, чтобы выйти на след преступников, и объединились с другими регионами. Как была выстроена работа и каким образом у вас налажена взаимосвязь с коллегами из регионов? Это преступление мы документируем не первый год, совершенно правы. То, что вы сказали, что совместно с другими территориальными органами мы разрабатывали это преступное сообщество, и под руководством второго департамента Москвы нам удалось достичь таких показателей. Мы были вынуждены выехать во многие субъекты федерации, на территории которых также действовала эта преступная группировка, в том числе и на Якутск, и успешно ее задокументировали, и если говорить в дальнейшем, да, еще дело не окончено. Вот в данный момент приехали к нам с зонально-следственного управления следователи, оперативные сотрудники, которые продолжают документировать преступную деятельность этой преступной группировки, как вы сказали, на территории 38 субъектов Российской Федерации. Раньше одной из главных проблем для якутского наркоконтроля оставалось отсутствие специальной лаборатории, которая подтверждает факт потребления наркотиков. Сегодня, наконец, специальные анализы в Якутии делаются. Как появление такой лаборатории повлияло на общую картину по задержанию тех, кто употребляет наркотики? С июля месяца 2015 года действительно лаборатория эта заработала благодаря политике нашей республики, благодаря помощи главы республики. Было приобретено дорогостоящее оборудование, оно стоило свыше 10 миллионов. И сейчас не только нашему органу, а всем правоохранительным органам удается задокументировать и пресечь преступную деятельность наших фигурантов. Это как и в административном порядке, и в уголовном порядке. То есть, скажем так, лед тронулся, да, и в положительную сторону. Чтобы знали все потребители, да, сейчас любой вид наркотических веществ лаборатория, она выявляет. Даже то, что касается и трупных материалов, по разным причинам, да, бывает и передозировки у нас в республике, то есть та малая часть, которая потреблялась, оборудование показывает. Поправка в Уголовный кодекс о том, чтобы заменить наказание наркопотребителей лечением, действует уже второй год. В Якутии уже есть лица, которым применена такая поправка. Есть ли результат? Отказываются ли люди от наркотиков? Ведете ли какой-то мониторинг? Да, ведем. На сегодняшний день то, что касается и административной практики, и уголовной практики, судами было назначено свыше 350 вынесено решений о проведении реабилитации, ресоциализации наркозависимых лиц. Да, и в своих докладах неоднократно доводил до граждан директор федеральной службы, да, нам, правоохранительным органам, как и наркоконтролю, МВД и другие, кто могут выявлять, да, мы должны потребителя, да, понудить к тому, чтобы у любого человека должен быть выбор, да, либо иди в места не столь отдаленные, либо у тебя есть право, скажем так, излечиться. Да. На территории республики есть такие факты, положительные факты, где гражданин, не буду называть его фамилии, значит, приговорен к 4 годам лишения свободы, и вот к нему применена статья, которая действует, он успешно прошел реабилитацию, ресоциализацию и, скажем так, можно сказать, вылечился, да, от наркозависимости. Борьба с наркоторговлей – это такое направление, которым сегодня, помимо курирующего органа, то есть наркоконтроля, занимается еще и МВД, и ФСБ, и таможня. Как вы координируете ваши действия, чтобы не было дублирования? Дублирования нет, их и не может быть, да, и по общеуголовной, и по административной, по всем фигурантам. Наше ведомство, да, оно занимается координацией. То, что касается незаконного оборота в общем, мы координируем, да, организованные формы преступности. Вот на примере операции МАК, которую проводим мы ежегодно, да, отвечает за эту работу ведомство, входят и другие ведомства, и ФСБ, и МВД, все силовые структуры, да, где мы боремся с наркосодержащими растениями, которые произрастают на территории республики, да, отчитываемся, достигаем положительных результатов, мы это все аккумулируем.
и, скажем так, совместно работаем. Но и не только в рамках операции МАК, и по другим разработкам, и по делам оперативного учета групповой направленности, которые имеются и у нас, и у МВД, и у других органов, да, мы проводим совместные совещания, у нас проводятся заседания совместные, где-то есть пересечения, да, там вы сами прекрасно понимаете, что наркоман — это такой человек, который, скажем так, не просто потребляет, но и сбывает, и распространяет, и совершает общеуголовные преступления. Это такие, как кражи, которые попадаются, да, сотрудникам МВД. И вот совместными усилиями мы, скажем так, боремся с этим недугом. А что касается горячей линии, много ли у нас бдительных граждан и помогают ли их звонки бороться с наркоторговлей? Помогают. Зачастую, конечно, не 100% информации, которая поступает к нам, она подтверждается. Граждане у нас сознательные, и по звонкам граждан у нас в обязательном порядке поступает звонок в дежурную часть. Он регистрируется письменно, каждый день отписывается руководителем органа, то бишь мной, и в установленный срок проверяется эта информация. То есть на место происшествия выезжает специальная оперативная боевая группа, которая отрабатывает все мероприятия. То есть без внимания любое обращение гражданина, оно мимо не проходит. 11 марта – профессиональный праздник сотрудников наркоконтроля. В вашем лице поздравляем вас и ваших коллег. В свете этого не могли бы рассказать о планах на этот год и как планируете повышать эффективность работы? Огромное спасибо за поздравления. То, что касается эффективности нашей работы, это качество. Да, мы все-таки нацелены на выявление и пресечение групповых форм. То есть документировать те преступления, которые, к сожалению, длятся, да, изначально не просто там от закладчика, да, а всю цепь. То есть наша основная задача — пресечь канал на территорию нашей республики. Если мы пресекаем канал, то на какое-то определенное время и избыты, и вот это пагубное влияние, оно как бы прекращается. Вот с этим надо бороться. До конца выбивать всю преступную цепь этих преступлений. Что ж, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо, Анна.